Глава Башкортостана Ради Хабиров в Салавате на форуме «Территория роста». «Территория роста» – первый республиканский молодежный форум. Он собрал 1200 девятиклассников из города Салавата. Целый день для них работали 5 тематических площадок. Физкультурно-спортивная «Побеждать может каждый», профессионального роста и личностного развития «Траектория лидера», культурно-творческая «Искусство как стиль жизни», информационная «Медиа. Правильный хайп», научно-творческая «Сила интеллекта». А в завершение – идейно-смысловая платформа «Башкортостан. Территория роста». Добрый день, мы в Салавате, внеплановая поездка. С молодежью общаться будете? Просто тут такое замечательное мероприятие проводят «Территория роста». На первый раз у нас в республике. Я хотел приехать просто посмотреть. Оно внеплановое, да, у меня других здесь задач пока нет. Вот, решил посмотреть. Мы с вами, спасибо. Через пару минут мы еще раз с вами вместе дружно, стоя, споем замечательную песню «Гимн территории роста». Итак, гимн форума «Территория роста». Итак, настал самый волнительный момент награждения. Итак, мы просим наградить победителей платформы номер 2 профессионального роста и личностного развития «Траектория лидера». На сцену приглашается заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Иванова Ленара Хакимовна. Абсолютным победителем платформы номер 2 «Траектория лидера» становится Зингирова Ева, проект движения WorldSkills Russia. Гимназия номер 1! Победитель получает сертификат участника Всероссийского детского центра «Орлёна» в 2020 году. Мы поздравляем вас, Ева! Спасибо! А мы переходим к научно-творческой платформе «Сила интеллекта». И для награждения на сцену приглашаем заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ягафарова Фанура Мухарямовича. Ну что, Сергей, объявляй победителей, все ждут, волнуются и будут рассказывать. Я сейчас назову имя абсолютного победителя научно-творческой платформы «Сила интеллекта». Им стал Гималов Индар. Проект «Писневая» в городе Салавате. Средняя общеобразовательная школа номер 15! Мы поздравляем вас, Индар, успехов вам, спасибо. Итак, а мы переходим к платформе номер 1. По итогам платформы побеждать может каждый. На сцену для награждения приглашается Хабибов Руслан Тагирович. Победителями физкультурно-спортивной платформы «Побеждать может каждый» становится сборная команда. Мы приглашаем участников: Сафиканов Данил, Мещеряков Данил,
Бикмулин Дамир, Станкин Кирилл, Самойлов Сергей, Страдымов Дмитрий, Андреев Никита, Медяник Максим и Сабитов Айдар. Хочется сказать, как непосредственно участника площадки спорта, команды формировались на месте. Они, может быть, даже друг друга не знали и познакомились только в команде. 10 испытаний, 10 команд. Это лучшая команда из 10. Давайте поаплодируем. 2 часа спорта, они выдержали этот спортивный марафон. Ваши овации! Итак, награждается только сейчас Софиканов Данил. Следующим у нас идет награждению Мещеряков Данил. Давайте поприветствуем. Команда награждается кубком победителя, а участники команды памятными грамотами, медалями и сертификатами на посещение плавательного бассейна «Алмаз» и посещение домашнего матча профессионального хоккейного клуба «Салават Юлаев». И кубок победителя вручается капитану команды. И все резко поднимаем его вверх. И аплодисменты! Спасибо, ребятам, удачи, успехов вам. Спасибо. Для награждения на сцену приглашается министр культуры Республики Башкортостан Шафикова Амина Ивниевна. Мы встречаем самых активных участников платформы «Культура». Гуренина Анастасия. Приветствуем Анастасию. Хайбулин Ильшат. Вас не слышно, трибуны. Награждается Сомова Елизавета. Награждается Карпухина Елизавета. И Евдокимов Данил. Ваши овации, ваши аплодисменты, ребята, с культурной платформы, молодцы. Так держать. А теперь, внимание, данный спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, золотую медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. И его имя Николаев Андрей. Победитель чемпионата мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Для награждения на сцену приглашается глава администрации города Салавата Халилов Динар Галиевич. Хочется еще отметить особые аплодисменты тренеру Андрея. Это Кираев Фаниль Халилович. Давайте его тоже поаплодируем. Спасибо вам, спасибо за ваши успехи, за ваши старания. Мы ждем еще новых ваших побед. Ну и прямо сейчас хочется пригласить на эту сцену всех победителей, всех площадок, которые сегодня были. Друзья, выходите, все должны еще раз вам поаплодировать, поприветствовать вас. Выходите, выходите, все победители, которые были активны на площадках. Пойдемте, пойдемте, друзья, пойдемте. Вот она наша гордость. Гордость республики. Вот те ребята, которые будут формировать будущее нашей республики, будущее нашей страны. Смелее. Все трибуны лицезреют только на вас. Итак, давайте прямо все вместе. Секундочку тишины. Победители и активные участники первого республиканского форума «Территория роста». Ваши аплодисменты!
Спасибо вам, ребята, за активное участие, за вашу активную социальную позицию. Радфельдович, у нас в молодежи много внимания, и вот этот форум тому пример. Да. Ну, он первый форум такой. Я и приехал посмотреть, потому что он действительно первый в республике, и таким будет, скорее всего, базовым форумом. И проводить мы его будем здесь, скорее всего, в Салавате. И куда уже, сейчас же салаватские только школьники. А если вот мы думали, пойдет форум, мы уже будем приглашать школьников со всей республики. А почему не в Уфе, почему в Салавате? А вот мне кажется, это и правильно. Зачем все в Уфе? В Уфе и так много событий. В каждом городе должна быть своя. Много разных площадок, я вижу здесь горящие глаза, и атмосфера, конечно. Для объявления победителей мы приглашаем с огромным удовольствием на нашу сцену автора проекта «Территория роста» Карине Владимировну Хабирову. Итак, итоги были победены генератором случайных чисел. И мы называем имена победителей. Руслан Абдулин. Лина Мухамадеева. И Виктория Бахарева. Радфельдович, а вы с молодежью на одной волне? Не знаю. Я уверена, что на одной. Удачи. Республиканского молодежного форума «Территория роста» приглашается глава Республики Башкортостан Хабиров Ради Фаридович. Добрый вечер, Салават. Знаете, я тихонечко сидел, вот буквально 2 часа у себя в кабинете в Уфе работал, и мне говорят, что в Салават так зажигает, такое замечательное мероприятие. Я вот прыгнул в машину и приехал посмотреть на вас. Я вас сегодня поздравляю с участием в этом замечательном проекте. Я хотел сказать, что каждый из вас, сидящий здесь, каждый, кто получил награды, это действительно гордость Башкортостана и будущее Башкортостана. Поэтому я вам всем желаю быть такими же задорными, быть сильными, верить в себя, и все у вас получится. Салават – замечательный город, и мы, наверное, думаем, что этот проект будет республиканским, и каждый год будет проводиться именно в Салавате. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, мы просим вас остаться и вручить сертификат на получение спортивного хоккейного оборудования на общую сумму 13 миллионов рублей городу Салавату. В рамках федеральной программы. В рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» мы поздравляем салаватцев. Ведь Салават – город спорта, город молодости. Спасибо всем, кто сегодня был причастен к этому большому событию. Давайте мы сделаем Общий фото. общее фото. Общее фото. Общее фото. Радфельдович, такое впечатление, что энергии здесь, я не знаю, ну 3 тонны, что ли. Ну вот я же говорю, я действительно вообще не планировал сюда приезжать, а мне говорят, что так здесь здорово. И
И говорят, здесь только энергетика на самом деле. А конец недели, немножко подуставший, думаю, вот съезжу, заряжусь. Ну, не пожалели ничего. Нет, нет. Ну, вообще, Я на для самом мол- деле хотел поставить масштабность. Нам вот такой форум, он нужен был. И вот молодцы организаторы, они его нашли, придумали, срежиссировали. И самое главное, детям интересно. Потому что все не имеет смысла, если детям не интересно. А это интересно. Спасибо. Здравствуйте. Как вам сегодня мероприятие? Невероятная энергетика сегодня здесь. Чувствуется, что все в восторге. И мы из Минска приехали сюда именно за этим, прокачаться. Вот то, что происходит в республике, не может не радовать. Я восхищен тем масштабом, вот этими сдвигами, которые и что касается спортивной сферы и культурных мероприятий. Рад быть частью этого мероприятия грандиозного. Вы знаете, ваша жизнь, ваша судьба – это пример для многих. И это не просто слова, это позиция. Какое КПД от этого мероприятия для молодых, как думаете? Я думаю, что это будет вот той самой рэперной точкой, о которых я говорю на своих мероприятиях. Рэперная точка – тот момент, который запустит необратимо процессы осознания молодого человека о том, кто я, зачем я и куда я иду. И как преодолевать трудности? Преодолевать трудности, в первую очередь осознав, что от меня самого многое зависит в жизни. Не перекладывать ответственность на близких, на учителей, я не знаю, на государственных служителей. Я должен идти вперед. Я должен помочь своей семье. Я должен помочь государству. Это то, что сегодня наша молодежь должна осознать. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Значит, ну, целый центр шорт-трека будет открываться, то есть мы его ждем. А когда его? Вы же хотели- Ну, мы в декабре должны его открыть, Борис, то есть это наша цель. А вот про команду вообще расскажи, вот, то есть на сегодняшний день в России в тройке вы, то есть, ну вот лидеров в пятерке. В мире? Да, в мире, извините, в мире, да, в России. Ну, там, мы, да, в топ-3. Мы всегда Топ-3. первые, вторые, третьи. Да. Сейчас по общему рейтингу Кубков мира мы занимаем первое место. Мы же первые, Да. мы первые, наша И команда. я очень жду, когда откроется у нас центр шорт-трека. Вот, потому что это можно было бы готовиться не в Москве на Олимпийской базе. Уже у нас, да? Это можно было бы готовиться в Уфе, тем более я папа, у меня сын, я женат. конечно. Я бы очень хотел искренне какие-то, наверное, свои заключительные годы спортивной карьеры я бы хотел. Это мое единственное А желание. потом готовиться планов в нет Уфе. уехать, не надо выезжать. Куда мне, зачем мне уезжать? У меня мама, папа, бабушки, дедушки, Наш супруга, парень, да, Все, да, братья, сестры, все здесь. Поэтому я бы вот очень это хотел вот. здесь остаться. Конечно. И мы найдем однозначно. Ну, пока давай об этом не думаем, мы еще пару олимпийских медалей возьмем. Нам да? нужно Да, не, да. не меньше Я пару. еще бегаю. У меня есть цели, я ее хочу довести до конца. Так что это главное. А потом будет видно. Потом видно. Можно спросить? Давно хотела. С какой скоростью вы ездите? Максимальная скорость 56 км в час. 56 км в час. Когда мы смотрим это с экрана, мне кажется, блин, жух. Думаешь, как это люди могут? 56 км в час, это насчитать очень это. Да, это Это уже очень ограничение скорости бывает 60 км в час. Вот по городу нельзя с такой скоростью. быстро. Да, это очень быстро. Так что спасибо, что болеете, что поддерживаете меня всегда. Что, для нас Меня это большая честь, большая гордость. А для меня это очень важно. Спасибо. Причем мы за вас болели еще, когда жили в Подмосковье. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо большое. А где вы сейчас? Что вы, как вы? Я сейчас прохожу небольшой сбор
в Уфе между соревнованиями. И на данный момент я в Уфе готовлюсь к будущим международным соревнованиям, которые пройдут в январе и в феврале 2020 года. Ну и надеюсь, что нас все-таки допустят и все будет хорошо. А вы представляете кого? Уфу. Какую спортивную школу? Дюшор номер 1. Так все просто. Да. А сколько вам лет? Мне 29 лет. 29. Да. Ну, молодо выглядит. Очень молодо выглядит, да? Потому что лед, постоянно скорости. Да. Но вам в Уфе вообще комфортно тренироваться? Есть возможность? Да, конечно. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам большое, да. Сегодня на каких площадках были? Спорт. А какой вид спорта? На всех. Да. Понравилось вообще как? Полезно? Да, полезно. Семен Елистратов у вас был, шорт-трекист. Да. И еще один спортсмен. Вот. Они рассказывали свои истории жизни, делились опытом. В общем, все круто было. Да. Спасибо. Девчонки, как настроение? Хорошо, отлично, все классно. Удачи. Спасибо. Здравствуйте. На каких площадках вы сегодня были? На площадке медиа. На какой? Медиа. Медиа? Что узнали новенького? Очень много. То, что у журналиста слишком сложная работа. И столько всего, что может их опозорить за одну ошибку. Все. Такое мероприятие провели в городе! Ради Фаридович, принято считать, что глава регионов суровые мужчины, им дискотека такая не нравится. Мы нормальные мужчины, нормальные люди. Здесь невозможно, находясь здесь, не улыбаться. Это точно. Совсем молодые, и вся жизнь впереди у них. И мне хочется, чтобы... я на них всех вижу, они наши, башкортостанские, понимаете? Мне хочется дать им для их будущей жизни какие-то силы и дополнительные какие-то вот, там, бюрократические, конкурентное преимущество. Поэтому вот мы делаем этот форум, поэтому мы делаем программу «Взлетай в школах». Вы знаете, да, несколько навыков, чтобы они сразу выпорхнули, когда во взрослую жизнь все-таки были чуть поустойчивее. Программа «Взлетай» пока где-то внедрена, где-то еще нет совсем, нет материальной возможности. Там, знаете, я и не ставил ее задачи в один год вести невозможно. Она довольно и затратная, но в целом она пошла где-то больше, где-то меньше. Ну, например, элемент программы «Взлетай» — это вновь создание стоматологических кабинетов. И мы приняли решение, закупили в тех школах, где около 1000 учеников, везде создаем. Уже закупили оборудование. Представляете, это более 150 школ. Это огромный шаг вперед, на местах это чувствуется. Но ведь не только стоматология, это и шахматы, и борьба, и танцы. Танцы, борьба, шахматы, английский разговорный, национальная культура. В общем, А там впереди еще дошкольное воспитание, садики. еще руки не доходили, но планы есть. Спасибо.